Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале «Движение за независимость Саха». Как обычно, я попрошу вас поставить лайк этому видео и прокомментировать его. Это нужно для того, чтобы алгоритмы YouTube продвигали наш канал. Так нас увидит больше людей, так о том, что происходит в Республике Саха, узнает больше людей. Начать сегодняшние новости я хочу с новостей коммунального хозяйства республики. Давайте посмотрим. ЖКХ Якутии на грани коллапса. В улусах республики продолжаются срывы отопительного сезона. В Усть-Алданском и Намском улусах старт отопления перенесли из-за теплой погоды. В Чурапче решили подойти к проблеме также креативно. Тепло в зданиях подключат позже, пока власти не изыщут средств. Что будет с детскими садами, школами и квартирами, неважно. В Сангарах и Верхнеколымском улусе котельные тоже долго не были запущены из-за долгов перед Сахаэнерго. Детские сады закрыты, школьные уроки урезаны до получаса. В Амге отопление в 2 селах дают всего по 2 часа в сутки от резервных источников. В Алдане угля хватит максимум на 1,5 месяца. На этом фоне ГУП ЖКХ спасают кредитами 4 миллиарда от Сбербанка и еще 700 миллионов бюджетного займа. В это время откуда-то из параллельной реальности приветы жителям Якутии шлет Айсен Николаев. Он радостно делится видео из заповедника Медвежьи острова, где лично участвует в уникальной экспедиции по авиамониторингу белого медведя. Его важнейшая задача на сегодня — надеть спутниковый ошейник на медведицу и, конечно же, сделать селфи. Отопительный сезон, дыры в бюджете, проблемы с северным завозом — это все где-то далеко, в какой-то грязной и вечно нищей республике. У Николаева же все в порядке. Ему тепло, комфортно, и у него нет проблем. Ну вы поняли, в чем дело. В этом году тепло включат с большим опозданием. И даже в больницах, школах и детских садах. Ненормально? Да, но что поделаешь, бюджету нужно делать приятно, то есть экономить. Представители улусов заранее предупреждали, что денег на отопление нет и придется задерживать подключение тепла. Правительство на это, между прочим, никак не отреагировало. Сейчас же выясняется, что к началу отопительного сезона долг потребителей юридических лиц за тепловую энергию и горячее водоснабжение превысил 473 миллионов рублей. Это около 1800 организаций столицы. Они рискуют вообще не получить паспорта готовности к этой зиме. Получается, что на сегодняшний день ни столица, ни вообще республика не готовы к зиме. Спрашивается, а что они делали? Правильно, праздновали. Сначала отпраздновали все эсэхи, потом игры манчары, потом поехали на форумы, те, на которых они любят рассказывать о том, что мы впереди планеты всей. Теперь перед республикой стоит еще более серьезный вопрос – как она переживет зиму. Правительству и ответственным чиновникам пора бы взять себя в руки и, наконец, всерьез задуматься о безопасности людей. И начать работать. Но нет, они снова занимаются, что называется, плясками. Стало известно, что 2 сентября был утвержден прогноз социально-экономического развития, в котором сказано, что к 2030 году планируется проведение не менее 10 масштабных федеральных форумов, фестивалей и других событийных мероприятий по направлениям креативных индустрий. То есть креативные индустрии, фестивали, форумы, имиджевые проекты, все это есть, а вот базовых вещей, таких как тепло в квартирах, в детских садах и в школах, этого нет. Ну и как вишенка на этом горьком торте, вот такая новость. Торбозное радио опубликовало документ, согласно которому пропагандист Басылаев станет руководить всем этим парадом. В республике создали акционерное общество «Корпорация праздников», которое будет организатором и координатором праздничных мероприятий, проводимых в республике. Соответствующее распоряжение об образовании компании с уставным капиталом 200 миллионов рублей было подписано еще 30 марта этого года. Получается довольно показательно. В условиях, когда ГУП ЖКХ в долгах и на грани банкротства, когда половина сетей и котельных изношен, а в улусах сидят без нормального тепла, без воды, власти находят 200 миллионов рублей
на корпорацию праздников. Как бы не было потом, как в известной пословице: доплясались, что хлеба не осталось. Еще один пропагандист решил высказать мнение о свободе Саха. Кремлевский режиссер-психопат Никита Михалков увидел интервью депутата Илтумена Александра Иванова. Как народ мы еще не созрели до этого. Но мечтать об этом, идти к этому можно. Откуда возникли эти мысли у депутата Иванова? А не возникли ли эти мысли у мальчика Саши Иванова, который в 2000 году 12-летним ребенком мог открыть учебник «История Якутии»? Михалков возмутился, что в учебниках написана правда о жестокостях завоевания русскими Саха и грабежах, и предложил свою версию. Россия многонациональна не потому, что поработила множество земель, принадлежащих другим народам, а потому что русский народ и его государство имели совершенно иное отношение к нерусским народам внутри государственных границ. По-моему, замечательно, точно. На глазах хотят переписать историю и рассказать о доброте русского народа. Было бы смешно, если бы не было так. Вообще, кто только не полоскал в патриотическом тазу тему депутата Иванова. И местные не совсем умные депутаты, и русские Z-пропагандисты, ну и военные. И вот теперь Бесогон решил рассказать, что такое истинный суверенитет и чем он отличается от имитации независимости. Начал он издалека, с регионального, точнее якутского кино, и рассказал, как либералы ищут в нем травмы колонизации, тем самым выставляя страну в невыгодном свете. В пример он привел фильм «Белый пароход» о любви учительницы Саха к русскому директору школы. Отсюда он сделал переход к интервью Иванова, турецкому блогеру, и уже оттуда к якутскому учебнику истории, в котором написана на самом деле правда о кровавом завоевании Сибири русскими колонизаторами. Ну и в конце он привел слова Басылаева о том, как много хорошего для нас сделала русская православная церковь. Благодаря тому, что пришла христианская вера, мы избавились от кровной мести, каких-то вот древних дохристианских обычаев, там, многоженства, там, еще чего-то, да, и стали нормально жить, междоусобица закончилась. То есть мы от России получили только позитивное. Вообще в своей программе Михалков все свалил в одну кучу, но не это главное. Главное – это финал этой темы, в котором он подытожил, какую цену заплатила Украина за свой суверенитет, имея в виду нынешнюю войну, и закрепил все это кадрами с Майдана. Вот эта конкретная угроза войны говорит только об одном. Кремль, да и вообще все русские до жути боятся того, что будет после Путина и после окончания войны. Они до жути боятся того, что их колонии, такие как Тыва, весь Северный Кавказ или, например, Республика Бурятия, Башкортостан, Татарстан, ну и, соответственно, мы, Республика Саха, объявим о своей независимости. Вот именно поэтому Михалков и ему подобные так истерят. И тут становится ясно, Бесогон вовсе не гонит бесов. Он их плодит и кормит. Он бережно разводит страхи, как коллекционер жуков в банке, и выпускает их на публику. Пугать, жалить и, на самом деле, отвлекать от настоящего разговора о нищете регионов. Но мы с вами прекрасно понимаем, никакая пропаганда, никакие Михалковы не способны навсегда удержать в колониальной узде десятки народов. Люди помнят свои языки, люди помнят свою культуру, свою историю. И чем сильнее Кремль пытается навязать единую скрепу и такое, как им надо, понимание суверенитета, тем очевиднее становится, что эта империя стоит на глиняных ногах. Хотелось бы сейчас обсудить то, что произошло буквально 3 дня назад в польском воздушном пространстве. В ночь на 10 сентября серия беспилотников нарушила воздушное пространство Польши. По данным польских властей, зафиксировано 21 пересечение, преимущественно со стороны восточных границ, со стороны Беларуси и России. На инцидент оперативно отреагировали силы НАТО и польские военные. Были подняты в воздух истребители, активированы системы ПВО, задействованы средства радиолокационного слежения. Несколько дронов тогда удалось сбить. В одном из случаев обломки упали на жилой дом, повредив строение
однако пострадавших, к счастью, не было. Из соображений безопасности воздушное пространство вдоль восточной границы Польши временно закрыли для гражданской авиации. В ночь на 12 сентября была закрыта граница с Беларусью. Правительство Польши назвало происшедшее актом агрессии и инициировало консультации с НАТО. По словам премьера Дональда Туска, это стало крупнейшим нарушением воздушного пространства Польши с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Власти подчеркнули, что пересечение дронов не носило случайного характера, а было намеренным нарушением. В ответ на инцидент Европа заявила об усилении военной готовности, о переброске дополнительной военной техники и увеличении военного контингента в Польше. Вообще, сейчас в Польше все более-менее спокойно. Среди жителей Польши паники нет. Остается неясным пока что, какова была реальная цель этих беспилотников. Разведка, проверка реакции Польши и НАТО или же конкретная боевая задача. Также не установлено точное происхождение всех дронов и их места запуска. Сегодня этот вопрос мы обсудили с нашим соотечественником Владиславом Амосовым. Давайте посмотрим. Влад, привет! Мы сегодня говорим о том, что произошло вчера, о том, что дроны залетели на территорию Польши. Их было 19 штук, насколько мы сегодня уже знаем, да? Вот, и в связи с этим хотелось бы задать тебе вопросы о реакции НАТО, дипломатическая реакция, политическая и военная. Насколько она адекватна тому, что произошло, на твой взгляд? Залетело от 10 до 20, считается, дронов. Никто точно не знает. Часть сбили, часть улетела. Кто-то, считает, что это вообще были не российские. Кто-то считает, что это вообще не были дроны. Но по факту 4-5 дронов уже сбито. Они есть. Это не полноценные шахеды, а так называемые герберы. Но вся суть в чем? Как бы не в том, что это случайно залетели, а это целенаправленная была атака на Польшу с целью проверить системы ПВО, которые, в принципе, НАТО успешно провалила. И сейчас делаются выводы и принимаются меры. Реакция НАТО, адекватно. Уже как бы поняли. Из Нидерландов перебрасываются системы ПВО. Из Швеции истребители, которые будут патрулировать. Польша войска территориальной обороны в повышенную готовность привела. Плюс закрыли в приграничных районах воздушное движение только в дневное время. Потому что в дневное время очень хорошо видно, как они летят. И, в принципе, можно отличить от гражданского самолета. А ночное время нет. Поэтому, начиная как бы с темного времени суток до утра, ничто в приграничных зонах летать не может. В принципе, все подтвердили, что все готовы помочь Польше. Я думаю, что сейчас будет бурное развитие систем ПВО против именно этих шахедов. Почему такая реакция? Они должны были как-то более адекватно ответить на эту атаку. Это не было так, что, извините меня, дроны заблудились, да, как вот говорят сейчас, белорусский один выступил, военный. Он сказал, что да, вот они заблудились. У нас не было, он сказал, что у российских войск не было цели атаковать Польшу. Но мы же понимаем, что это атака на Польшу. Почему НАТО адекватно этой, атаке не отвечает? Когда, точнее, не случайность, потому что на тех, которых герберов сбили, вместо боеголовки, а у них ставится небольшая боеголовка, были дополнительные баки с бензином, чтобы он мог пролететь дальше. Их дальности не хватало до Польши. Реакция, а зачем им что-то как бы более предпринимать, когда Россия и так ведет войну, и, в принципе, НАТО в этой войне выигрывает, да, чужими руками Украины. Россия максимум, что может, запускать эти герберы и какие-то там в Европе, еще что-то. Но по факту-то, как бы, они сейчас еще больше усилят помощь Украине.
И плюс тут сказалось то, что все генералы готовятся же к прошлым войнам. Они ожидали там крылатых ракет, там боеголовок, там истребителей, да. Ведь даже сейчас Россия не может защитить себя от украинских дронов. Это новое, как бы, новое явление. И, в принципе, все поняли, что НАТО, Европа не готова к таким атакам. Ну и сейчас будут делать выводы, используя и украинский опыт. Украина очень хорошо сбивает российские все и шахеды, и баллистические ракеты, и эти крылатые ракеты. Так что я не думаю, что здесь ну, событие прям такое, что это начало Третьей мировой войны. Третья мировая война, можно сказать, уже идет. Это просто как бы попытка России ну, напоследок громко хлопнуть дверью. В смысле громко хлопнуть дверью? Перед чем? Она куда-то собирается уходить? Ну, у нее кончаются ресурсы. Ведь все понимают, что как бы так долго, ну, 4 года войны, да, какая экономика может это выдержать? Даже если она там как бы и нефть, и газ, и богатая, но для любой страны такая война– это тяжелое испытание, и для России не исключение. И ресурсы кончатся. И даже если она будет стоять хоть под Киевом, да, как немцы стояли в Первую мировую, 200 километров от Парижа, и они проиграли, как бы. Они поняли, что еще немножко и все, и будет не то что крах фронта, а крах экономики. И, ну, в принципе, после Первой мировой войны у них и случился. И то же самое, в принципе, ждет Россию. Хорошо, тогда такой вопрос. Как тебе реакция Трампа? Ну, это же старый человек. Ну, что вы от него хотите, как бы? Он может писать все, что угодно. Ну, мы уже все поняли же, что он может писать, говорить все, что хочет, как бы, любую дичь, блин, да. И это все те, которые его не любят, вывернут против него, те, которые его любят, скажут за него. Блин. Поэтому единственное, что Америка выслала бомбардировщики Б-52, Америка разворачивает в Польше бригаду морской пехоты, 100 Брэдли приедут, они из базы консервации в Германии. Поэтому, как бы, это хороший повод, да, сейчас НАТО немножко размять кости, как бы, вспомнить о своем былом величии. И, в принципе, я не думаю, что, ну, что-то будет большее. А так, да, это как бы хороший как этот, повод для НАТО потренироваться, побегать. То есть начало большой войны, Третьей мировой, скажем так, ты исключаешь. Ее, ну вот такой, там, нового поколения, не нового, с дронами, без дронов. В общем, ты исключаешь. Ты говоришь, что Россия хлопает дверью, она уходит, поскольку у нее заканчиваются ресурсы. Она, скорее всего, я так понимаю, тебя заканчивает войну. И в Украине тоже, да? И на НАТО она нападать не будет, на страны НАТО. Так получается? То есть, получается, на этом все закончится? Ну, война в Украине еще может длиться, еще, не знаю, как бы год-два. А так-то сил-то нападать на НАТО уж точно нету. Куда? Они могут вот так вот какие-то мелкие провокации устраивать, пакости, ну, так называемая гибридная война, да. Они в надежде на то, что из-за этой поправки, там, точнее, из-за этой статьи 5, там, 4, они сейчас все перессорятся, там единства не будет. Но вроде все созвонились, все подтвердили единство, все сказали, что мы все вместе, мы можем отбиться. И на этом все закончилось. И также Россия будет продолжать гибридные войны, будут всякие пятая колонна, что-то поджигать, что-то вот раздувать медиа. Ведь вместе с этой атакой Гербер беспилотников еще пошла же массовая как бы подготовленная атака на соцсети, на медиа, что вот так и так, что это Украина делает, что это Польша, что это не знаю там кто, но это не Россия, да, и что это как бы грязные происки Запада. Все. Ну, то есть, получается, что скоро мы поедем домой. Нет, Ресурсы у нее если... закончатся, война остановится, и мы поедем домой. Все развалится. Да,
Так то в том-то и дело, что процесс вот этот может долго затянуться, да, война закончится, но процесс развала-то еще может подзатянуться. Ведь, как этот, понадобилась Вторая мировая, чтобы Германия развалилась до конца, и все империи развалились до конца. Но допустят ли ее, как бы, ну, мировые политики или нет, вот в чем вопрос, да, как бы, что, ну, если они будут готовы к дальнейшей войне. Потому что сейчас вся Европа готовится к войне где-то в 28-30 годах, полномасштабной войне с Россией. Да, что они могут это допустить тоже, чтобы сейчас Россия проиграет, она вернется и в тяжелом экономическом положении там расцветет фашизм, как после Первой мировой в Германии, да, и все предпосылки к этому есть. Вот эти все крестные ходы, которые 40, там, 50, там, 100 тысяч собирают в Москве, которые, блин, там, русские с нами Бог, ну, как бы, и все эти славянские общины, русские общины. Поэтому следующий путь, если Россию не остановить, это тоталитарное фашистское реальное государство, да, где будут просто люди первого сорта, второго сорта, третьего сорта, начнутся программы по евгенике и по там, уничтожению неполно, как говорится, правных. Такие перспективы. Неполносправных, это ты по-польски говоришь. Недееспособных, Да, да? да, Скажем так. да, да, Ага, недееспособных. ага. Тогда последний вопрос в продолжение к твоему. Как республике выживать в таких условиях, когда Россия превратится в фашистское государство? Мы все-таки национальная республика. Что делать? Как жить вообще людям? Мы же знаем, что у нас русская община тоже есть, и они активно набирают в свои ряды людей, и они активно вооружаются, тренируются, и мы понимаем, для чего это нужно, да, для того, чтобы ну, как бы сдерживать такие национальные проявления внутри республики в будущем. Как жителям-то? Что делать в этих условиях? Как жить? Что может сделать республика, да? Все-таки, как этот, после Первой мировой войны тоже у Германии отпали территории, да, и в таком случае тоже будет возможность отделиться какой-то промежуток времени, пока вот не усилится все это фашистское движение в России, русское, то будет какой-то шанс отделиться. Но в чем наш плюс, да? Наш плюс в том, что у нас не будет общих границ с Россией. Будет еще Татарстан, Башкирия, еще Урал, там э, другие государства, которые будут биться уже с Россией. Ну, какая задача наша? Не пропустить этот момент, да, когда можно отделиться, когда можно взять власть. И это, к этому все же это видят, все это понимают, куда страна катится. И не зря же активизировались все наши там, патриоты, все наши, скажем так, настоящие саха. Потому что, ну, люди не глупые, люди понимают, куда страна катится и к чему все придет. И наша задача объявить о независимости и попросить международной помощи. Вот и все. И уж можно быть уверенным, что эта международная помощь придет быстро. А для этого надо заранее уже вести переговоры о такой помощи и о построении государства. Рекомендую перечитать, ну, прочитать как бы воспоминания Маннергейма, да, как вот Финляндия делилась. Можно почитать историю Польши, историю прибалтийских стран, которые вот так вот, ну, на такой же волне отделялись, и что у них происходило в первые месяцы, в первые годы, как это все происходило. Очень интересно как бы для чтения. Ну ладно, хорошо. Спасибо большое. Надеюсь, что все будет у нас А, хорошо. да, у нас все будет прекрасно. Да. Все, спасибо, Да, до свидания. пока. На сегодня это все. Берегите себя и до скорой встречи.